Здравствуйте, это горячая линия? Да, это горячая линия психологической поддержки. Все, я хотела бы проконсультироваться или кое-что спросить, уточнить. Я вас слушаю. По ту сторону телефона Лейла, ей 30 лет. Месяц назад она перенесла коронавирусную инфекцию. После проблемы с ментальным здоровьем ухудшились, и сейчас ее постоянными спутниками стали бессонница, ухудшение памяти и усталость. Я вас услышала. Смотрите, это последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Мы можем вам порекомендовать посмотреть, что у вас изменилось в жизни, понаблюдать, что вас беспокоит, какие вы видите изменения. Также вы можете, точнее, прийти на очное консультирование, на котором вам помогут. Разговор длится около 30 минут, но бывают случаи, когда психолог с абонентом общается больше 2 часов. На телефон доверия звонят, когда ни друзья, ни родители помочь не могут. Проблемы, которые на первый взгляд кажутся несерьезными, на самом деле могут испортить счастливую и здоровую жизнь. Зульфия Нальгиева – студентка 4-го курса. Девушка за время работы в службе горячей линии слышала разные истории, но больше всего ей запомнилось это. Позвонил один дедушка. И было интересно то, что он переживал больше не за себя, а за своих детей, за своих внуков. И он рассказывал о том, что он многое пережил, но вот эта ситуация, когда он не может ничем утешить своих детей, своих внуков, очень сильно волновала его, и он делился переживаниями об этом, и это было очень интересно слушать. А что бы вы ему посоветовали? Я бы ему посоветовала поделиться тем жизненным своим опытом, потому что опыт наших дедушек является очень поучительным для подрастающего поколения, и дети могут извлекать из этого много полезных для себя уроков. Свою работу по оказанию помощи студенты кафедры психологии начали давно. Волонтерский клуб открыт с начала пандемии. За это время участники помогли порядка 200 жителям нашей республики, особенно тем, кто столкнулся с серьезными психологическими проблемами из-за коронавирусной инфекции. Звонки поступали на горячую линию каждому из наших специалистов более 10 звонков за день. Это был большой объем работы, но постепенно звонки, конечно, снизились затем. Но какие были запросы? Начиная с суицидальных мыслей, заканчивая страх попасть в больницу. Какая сегодня разница в горячей линии? Мы наблюдаем, что сейчас звонки значительно уменьшились. Это может быть к счастью. Для нас это показатель того, что все-таки люди научились жить в этой неопределенности и в реалии жизни. Решают здесь вопросы не только постковидные. Психологи на связи каждый день до 6 часов вечера. Сейчас звонки увеличились из-за подготовки к экзаменам. Стресс, волнение, неопределенность. У каждого свои страхи, которые они проявляют по-разному. Чаще всего мои коллеги сталкивались с такими проблемами, как недоверие. Когда звонят нам на телефон, они считают, что это какая-то шутка, и начинают подшучивать, какие-то анекдоты кидать. И они в процессе разговора, мои коллеги, выходят на более серьезный уровень и располагают к себе тех, кто им звонит, и вот так спокойно начинает идти работа. То есть люди думают, что они шутят, но на самом деле в них кроется проблема. Задача клуба не просто ответить на звонок, но и пропустить их через свою профессиональную призму, анализировать, решить и определить дальнейший план действий. Идея создания волонтерского клуба по оказанию психологической помощи населению принадлежит региональному Минздраву и Ингушскому государственному университету. В данную работу заведующая кафедрой подключила своих таких более отличившихся хороших студентов, а также выпускников своей кафедры. И данная помощь оказывается волонтерами, то есть на добровольной основе. А что им это даст? Им это даст в дальнейшем опыт работы. Дальше они могут своим опытом работы делиться со своими коллегами, также и студентами кафедры. Реальность такова, что каждый человек, вне зависимости от его семьи, возраста и социального положения, не должен игнорировать свои даже самые незначительные проблемы. Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии, которую вы видите на своих экранах. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.